Премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции остановился на самых важных вопросах. Первым делом он рассказал о подготовке к выборам. Через 3 дня пройдут выборы в 7-й созыв. Во-первых, правительство действует в рамках полномочий, обеспеченных Конституцией. По форме номер 2 проведена полная сверка, ошибок быть не должно. Система биометрики не позволяет избирателям голосовать на нескольких участках. И это одно из преимуществ биометрической системы. Гражданин может проголосовать только 1 раз. На сегодняшний день ЦИК утвердил список избирателей. Их более 3 миллионов. Я не могу сказать, что предвыборная кампания проходит в строго рамках закона идеально. В правоохранительные органы поступают жалобы, материалы с нарушениями законов, которые регистрируются в ЕРПП. Я еще раз напоминаю о недопустимости вмешательства муниципальных служащих в выборы. Он добавил, что на сегодня избирательные участки обеспечены всем необходимым. Сотрудники обучены. Более 10 тысяч сотрудников будут следить за общественным порядком. Будут также дружины. По работе избирательных участков за рубежом нет проблем. Вся работа ведется по графику и плану, сказал он. Глава Кабмина также призвал партии и избирателей соблюдать санитарные нормы. Это мой последний брифинг перед выборами. И поэтому хочу обратиться к партиям. Прошу их после выборов не допускать дестабилизации обстановки в стране, не нарушать законы и проявить политическую зрелость и культуру. О возобновлении учебы в традиционном формате премьер-министр сказал следующее. Минобразования решили возобновить учебу 2-6 классов. Первые классы и так учились офлайн. Остальные классы пока продолжают учиться дистанционно. В некоторых школах открыты избирательные участки, поэтому им предоставлены пару дней после выборов для организации учебы. Учеба начнется 6 октября. Некоторые предметы, например, физкультура, родиноведение и другие, будут проходить на открытом пространстве. В школах запрещается проводить массовые мероприятия. По подготовке к отопительному сезону правительство дало все необходимые поручения по отоплению школ. При необходимости подачу тепла можно начать раньше прежнего. Премьер-министр также выразил обеспокоенность тем, что с каждым днем число зараженных растет. Ситуация ухудшается на юге страны. Коронавирус. Если ситуация ухудшится, будет рост заболеваний гриппом. То летом, как вы помните, мы проводили подворовой обход. Кто-то сбегал, скрывался. В результате заболеваемость резко выросла. Кто-то не обращался к врачам, занимался самолечением и обращался к специалистам лишь после ухудшения состояния. Поэтому прошу вас своевременно обращаться к врачам. Хочется верить, что на этот раз такого не повторится. Глава правительства попросил кыргызстанцев не поддаваться панике и быть едиными. А Кабмин сделает со своей стороны все необходимое. Элиза Балбакова, Алтын Сакиев, Нью ТВ.